Таджикистана. На чем приехал сюда к нам? Украинские военные опубликовали видеомомента допроса российского военнослужащего, который утверждает, что является уроженцем Таджикистана и его зовут Фахридин Хаджикурбон. Он рассказывает, что идти на воинскую службу в российскую армию его подговорил земляк из Таджикистана по имени Роберт, а в Украину приехал на танке. Был командиром танка, но воевать не успел, так как сразу попал в плен, рассказал пленный. По его рассказу, они сперва были дислоцированы в Брянской области рядом с украинской границей. О том, что их поведут на войну, оказывается, он мне не знал. Сказали, что пойдете на учения, а оказалось, что нас отправили сюда. По территории Украины мы передвигались ночью, а днем прятались по лесам, рассказал пленный. Человек, который вел допрос, сказал, что в итоге его повели на братоубийственную войну. Но украинцы пленных не убивают. Будем звонить твоим родителям, пусть приедут и заберут тебя домой, сказал он уроженцу Таджикистана, который попал в плен к украинцам. Добрый. Откуда ты родом? Таджикистана. Таджикистана. На чем приехал сюда к нам? На танке приехал. Расскажи историю. Получается, на Клинцы, Брянская область. В Брянске, получается, нас перетусовали, ну и командира поменяли, всех поменяли, короче. То, что знакомы были до этого, ну как сказать, с тем служили, их тоже перетусовали, там никого не было. У меня экипаж был чужой человек, ну вообще чужие люди были, другие, которые я первый раз увидел. Танк твой? Танк не мой, там тоже их не все. Ну вот, все, вроде бы сидели там, танк покрасили 2 дня, там потусовались, получается, в Клинцах. А потом, получается, команда поступила, все, сели, поехали. Ты командир танка? Я командир танка. Ну, состояние танка твоего хорошее? Как командир танка, состояние танка твоего хорошее? Твое мнение? Мое мнение нет, потому что этот танк, который выехал, он сломался. Ну, расскажи дальше, как дальше по Украине покатался. Ну как, ночью постоянно катались, получается. Катались ночью, а днем где были? Днем просто в лесу где-то находились. Прятались? Возможно. Ну, получается так, да, прятались. Прятались, да? Да. Сюда как переправились? Через паром? Ну, не знаю, как. Ну, ночью вы приезжали? Сюда. Ну, речку вы же переехали, вы через Брянскую область? Я вот спал в это время, в Ратибу, не знаю, как это было, потому что она говорит, что в речаге. Я не был один на речаге, он крутой. Ты в боях участвовал? Нет. Ни разу не выстрелил там? Вообще не разу. Это точно? То есть еще на твоих руках, надеюсь, украинской крови нет, да? Нет. Добро. Ну ты же прекрасно понимаешь, что вас Путин завернул в войну, которая называется... Нет, ну нас отправили на учение якобы, но... Ну а вы попали на войну, чтобы убивать украинцев, получается. То есть вы новые фашисты. У нас сейчас бомбят города, бомбят села, убивают... Ну бомбят они все, мы не стреляли ни разу. Это не является оправданием, вернее. Ну я понимаю. Позвоним папе, маме, пусть тебя вытаскивают. Украинцы не убивают. Хорошо. Все.